Вопросы касательно того, как формировалась и цементировалась единая казахстанская нация и какое у нее должно быть будущее, мы можем найти, как следует осмыслив и реализовав идеи программной статьи президента Рухани Жаңғыру. Кстати, на неделе о казахстанской модели модернизации общественного сознания много говорили в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО, где проходил международный форум «Духовное возрождение и культурное наследие. Путь тюркского языка из прошлого в будущее». Мероприятие было организовано Международной тюркской академией в рамках программы «Духовное возрождение». Форум начался с соглашения приветственного письма Нурсултана Назарбаева, в котором президент Казахстана говорил о модернизации как о способе соединения общих для всех тюркских народов великого прошлого и светлого будущего. Ну а уже во время тематических сессий участники форума очень часто приводили в пример друг друга статью Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Статья президента «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» получила широкую поддержку не только в Казахстане, но и во всем тюркском мире. И мы очень рады, что в ЮНЕСКО поддержали нашу инициативу. Отдельно участники форума отметили инициативу Казахстана по переводу государственного языка на латинский алфавит, что, по мнению экспертов, еще больше сблизит культурно-гуманитарное пространство нашей страны с тюркским миром. И если